Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта лекарственного средства. Как сообщает прокуратура, установлено, что ООО «Витер» осуществляет деятельность по производству лекарственного средства кислород медицинский газообразный, который сбывал медицинским учреждениям. Сумма контрактов составила около 2 миллионов рублей. При этом в Госреестре лекарственных средств сведения о регистрации кислорода отсутствуют. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий», совершенное в крупном размере. По уголовному делу производится предварительное следствие. В Верхневилюйском районе привлечен к ответственности водитель, который повредил теплотрассу, из-за чего в одном из сел района отключили тепло. Инцидент произошел, когда температура воздуха достигла минус 25 градусов. Без теплоснабжения остались здания администрации, почты, детского сада, библиотеки, спортивного зала, школы, 2 многоквартирных и 10 частных домов, в которых проживают 64 человека, из них 38 несовершеннолетних. Тепло удалось подать в тот же день. Позднее выяснилось, что причиной стал наезд пьяного водителя на теплосеть. Его признали виновным и назначили административный арест на 10 суток, а также наложили штраф. Главной новости федеральной повестки Следственный комитет России сообщил, что завершается следствие по ряду преступлений, связанных с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Следственным комитетом Российской Федерации завершено расследование в отношении 8 фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На данный момент следствие продолжает процедуру ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. В числе них лица, руководившие торговым центром, сотрудники службы пожаротушения, директор и инженер фирмы, оказывавшие услуги по содержанию систем пожарной безопасности, а также сотрудник частного охранного предприятия. В ближайшее время также следствие планирует завершить следственные действия в отношении еще ряда обвиняемых, среди которых бывший руководитель регионального МЧС, его подчиненный, представители государственного строительного надзора и другие лица. В зависимости от роли каждого им вменяются такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. В рамках уголовного дела выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, в том числе результаты экспертиз, подтверждающие выдвинутые следствием версии. Установлены конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также факты бездействия регионального МЧС, которое не проводило проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации здания. Выявлены многочисленные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Следствию стало очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза. Таким образом, в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего, следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли к гибели людей. Все они в числе обвиняемых. Вместе с тем ведется активная работа, направленная на защиту прав потерпевших. Следователи Следственного комитета России оказывают всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требование о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 миллиардов рублей, в том числе и морального. В рамках уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Международным происшествием 15 тысяч учителей вышли на акцию протеста к парламенту Марокко, требуя справедливых условий оплаты труда. Полиция разогнала демонстрантов водометами, рассказывает Никита Конев. Полиция Рабата, столица Марокко, водометами разогнала учителей, вышедших на акцию протеста. Перед зданием парламента страны собрались порядка 15 тысяч педагогов, недовольных условиями труда. Они собрались провести на месте всю ночь. Власти старались остановить демонстрацию без применения силы. По словам активистов, даже предлагали автобусы, чтобы отвезти их куда-нибудь, где они могли бы поспать.
но получили отказ. И спустя несколько часов безуспешных переговоров спецслужбы начали разгонять толпу. Учителя недовольны новым законом, из-за которого при приеме на работу они должны подписывать специальный контракт. Однако по нему педагогам не полагается пособие и пенсии, как другим госслужащим. На данный момент по всей стране продолжается забастовка. Она тянется уже 3-ю неделю. На этом пока все. Берегите себя.